В Уфе судят обвиняемых в убийстве 100-летнего ветерана. Жуткий случай произошел в Кигинском районе в июле прошлого года. Сейчас прокуратура республики направила уголовное дело в суд. Тему продолжит Лилия Курбанова. На словах жалость, на лице улыбка. Этот короткий разговор состоялся перед заседанием по делу убийства ветерана. Мужчина, то ли родственник, то ли просто знакомый одного из обвиняемых, стоял вместе с двумя женщинами. Никто из компании этих людей общаться с прессой не захотел. Родственник убийца? В убийстве обвиняют двух мужчин, оба бывшие сотрудники ФСИН. Один земляк жертвы, житель Кигинского района, а второй из Челябинской области. По версии следствия, они знали, что у ветерана Ивана Николаевича Несмеянова были накопления более 2 миллионов рублей. Ночью в нетрезвом состоянии обвиняемые проникли к 100-летнему дедушке в дом, связали, избили, как беспомощного котенка, и забрали деньги. Тело было обнаружено в жутком состоянии. Множество переломов, ушибов, резаных ран шеи и предплечья. С обвинением мужчины не согласны. Один частично, второй полностью отрицает свою вину. Желаете выразить свои отношения к преступлению? Что? Я не совершал этого преступления. Ветеран был убит в июле прошлого года. Тех, кто это сделал, искали несколько месяцев. Он был изуродован. Он не был похож на себя, он лежал в гробу, это был не мой отец. Это был какой-то страшный. Он был активный, деятельный и говорил: я еще лет 15 проживу. Хотя и ходил-то уже плохо, но все равно он все делал сам до последнего. Надзорные органы требуют наказать обвиняемых. Прокурор республики считает, что по материалам предварительного расследования вина доказана. Я посчитал, что необходимо лично поддержать государственное обвинение по такому уголовному делу. Оно является для нас принципиальным. Мы считаем вину подсудимых доказанным и намерены представить суду исчерпывающие доказательства их вины. Говорить о том, что мужчины ценят подвиг ветерана, не приходится. Избили не только до смерти, до беспамятства. Правда, видимо, уже до своего. Он участвовал в маньчжурской операции на заключительном этапе Второй мировой войны. Освобождал северные и северо-восточные провинции Китая и Кореи. Прожив целый век, себя защитить он уже не смог. Люди, которые его убили, оценили жизнь ветерана сухо в 2 миллиона рублей. Лилия Курбанова, Роберт Давлетбердин. Новости Уфа.